Это программа «Актуальное интервью», в студии Иван Лазаренко. В третье воскресенье октября в республике отмечается День матери. Об охране материнства и семей с детьми мы сегодня поговорим с нашим гостем, председателем Комитета Государственного собрания Илтумен по делам семьи и детства Аленой Атласовой. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Началась у нас в республике реализация закона о многодетных семьях, о статусе многодетных семей. Есть ли уже первые результаты и есть ли какие-то проблемы, с которыми уже успели столкнуться? Год работы как комитет по делам семьи и детства стал работать. Комитет я возглавляю. И одним из законопроектов и законов, который уже сейчас принят и работает уже 4-й месяц, это закон о статусе многодетной семьи. Скажу вам, Иван, что закон работает. На днях звонили многодетные семьи, родители, и делятся с хорошими впечатлениями и радостью, что они могли выкупить билеты до Москвы и обратно всего за 15 тысяч. Это действительно хорошая помощь со стороны государства, что они реализуют свои права, и, соответственно, закон работает. Но есть, конечно, есть... Подводные камни все-таки есть? Поскольку органы государственной власти, как принимается закон, они должны упорядочить, как семья, куда должна обращаться, МФЦ, да, какой период она должна ждать. И вот по результатам на 1 октября сейчас получается, что обратились после принятия закона, да, 1110 семей получили удостоверение многодетной семьи, а 690 продлили свою многодетность. И здесь я хотела бы отметить, конечно, огромную поддержку со стороны главы республики, потому что законопроект у нас имел финансово-экономическое обоснование, и только при консолидированной работе с правительством мы смогли рассчитать, найти средства, и закон сейчас работает. Ну а если вкратце, что многодетной семье дает официальный статус того, что эта семья многодетная? Какие преференции? Сейчас этим законом мы говорим, что в приоритете многодетная семья. Если в семье ребенок до 23 лет обучается очно или служит в армии, соответственно, статус многодетной семьи продлевается. И я скажу, что это мотивирующий закон, поскольку в семье будут воспитываться дети, чтобы они получали образование, чтобы они были здоровыми, чтобы могли служить в армии. И очень таких много положительных моментов и эффектов. И, конечно, мы думаем, что дальше многодетных семей будет больше. Накануне депутаты обсуждали вопросы предоставления земельных участков многодетным семьям. Этот вопрос стоит давно уже, очень остро стоит, земли не хватает или какие-то бюрократические препоны. Какие острые вопросы были подняты, требующие немедленного решения, и как эти вопросы в ближайшее время будут решены? По поручению спикера парламента Петра Гоголева мы провели правительственный час, где услышали вообще, какие проблемы сейчас есть. И, конечно, у депутатов народных было очень много вопросов. Дело в том, что, конечно, это очень хорошее дело, когда для многодетных семей, чтобы они могли построить свое жилье или дачный участок, соответственно, выделяется земля. Но так получается, что, конечно, мы не в сравнении с центральной частью России, там, конечно, с инфраструктурой все в порядке, все отведено, там и электроснабжение есть. А у нас, к сожалению, с этим большие проблемы. И при потребности на сегодняшний день 5 миллиардов получилось так, что те средства, которые в прошлом году мы предусмотрели в бюджете поправками, 400 миллионов, к сожалению, 80 миллионов из них остались неосвоенными. И вчера в докладе Министерства строительства мы услышали, что есть ряд проблем, которые необходимо решить. Соответственно, это когда муниципалитеты, во-первых, готовят некачественную проектно-сметную документацию, причем проектно-сметная документация должна пройти экспертизу. Далее должно быть обязательное софинансирование со стороны муниципалитета. Да? И здесь конкурс состоялся, 3 раза проводили, чтобы больше участвовали. Город Якутск, он хорошо отработал, 103 миллиона было выделено, Милинский район 50 миллионов получил, Горный район 7 миллионов, Мегино-Кангаласский 13 миллионов. То есть там работа проводится. И здесь вчера на
в бюджетном комитете все-таки мы внесли в решение комитета, чтобы все-таки было присмотрено порядок субсидирования муниципалитетов, либо их надо сопровождать, помогать им делать проектно-сметную документацию, либо уменьшить софинансирование, чтобы все-таки муниципалитеты заботились о своих многодетных семьях и те участки, которые выделены, были обеспечены инфраструктурой. То есть со стороны республики делается все, муниципалитеты иногда просто эту программу немножечко тормозят, можно сказать. Ну, будем надеяться, что все исправится в ближайшее время. Не секрет, каждая мама хочет, чтобы ее ребенок рос здоровым, крепким, сильным. Как можно оценить состояние здоровья подрастающего поколения на текущий момент, с вашей точки зрения? И напомню, что на федеральном уровне продвигается программа «Дети Арктики». О чем это будет программа? Что она даст подрастающему поколению детишек, живущих в сложных климатических условиях? И улучшит ли это здоровье детей? Ну, Иван, вы сказали, что действительно вот программа, она сейчас разработана парламентом, и во главе спикера парламента это на федеральном уровне продвигается очень активно, да, и обязательно надо добиться того, чтобы эта подпрограмма вошла в федеральную программу развития здравоохранения. И, конечно, мы говорим об особенностях Арктики, да, что дети там недополучают качественное питание, что солнца не хватает, что им надо отдыхать летом. То есть очень много проблем, которые без федерального софинансирования, конечно, сложно будет республике поднимать. И, понимая всю ответственность, конечно, в этом направлении идет усиленная работа со стороны парламента. И здесь я хотела бы акцентировать, поскольку вы говорите о здоровье детей, прежде всего здоровье детей в ответственности родителей, потому что если мы не сами будем заботиться о здоровье ребенка, да, то, конечно, врач же работает с конечным результатом, с болезнями. Соответственно, профилактика должна быть хорошая. То, что в школах мы должны заботиться о том, чтобы наши дети учились, где работает вентиляция в школах, да, вот, чтобы пили чистую воду, чтобы туалеты были обустроены. Да, и, конечно, здесь без участия родителей, без ответственности родителей никак не обойтись. Есть вот управляющие советы родителей, и здесь надо обязательно активно ставить вопросы, в каких же условиях пребывает мой ребенок, что он ест в столовой, питание какое. То есть здесь без участия родителей очень сложно, и, конечно, во многом здоровье ребенка и будущее его зависит от родителей. Но помимо того, что родители должны каким-то образом сами принимать участие в развитии ребенка, то есть они имеют право, по идее, и требовать от властей исполнения каких-то указов. Как часто это применяется на практике? Много ли от родителей недовольства какими-либо вопросами, ну, допустим, в школах возникает? На вашей практике это было, нет? Ну, конечно, я сама состояла в управляющем совете, но тут одно дело недовольство высказывать и ничего не делать. Другое дело, когда ты вкладываешься, собираешь таких же активных родителей и начинаешь решать какую-то определенную проблему. Пусть она будет маленькая, но если мы, допустим, решим, чтобы наши дети в школах или же в детских садах могли просто попить из фонтанчика чистую воду, то это будет результат. Потому что те фильтры, которые вот были поставлены в школы, к сожалению, они уже по истечении времени устаревают. И я думаю, что это не только на государственном уровне надо решать, а со стороны родителей. Родители должны отстаивать и добиваться того, чтобы дети наши пили чистую воду, а не газированные напитки, которые продаются в каждой школе. Но если уж зашла речь о здравоохранении, то недавно был инициирован очень интересный законопроект об ограничении продажи электронных сигарет. Можно ли говорить о том, что ситуация уже достигла какой-то критической точки, и все-таки были какие-то научно обоснованные причины, чтобы такой проект возник, был разработан и внесен на обсуждение? На чем основывались? Ну, прежде чем рассказать об этом законопроекте, который был инициирован мной, я вернусь в 5-й созыв, поскольку там в статью 21 в законе об охране здоровья Республики Саха-Якутия я внесла статью, где
обязательный должен быть приоритет, когда ребенок болеет, государство должно его лечить в приоритетном порядке, должно создать условия. Да? Соответственно, в шестом созыве я инициировала закон о материнском республиканском капитале, когда мама, если ребенок заболеет, она могла бы использовать проезд, материнский капитал свой на проезд. И сейчас вот новый законопроект, который 23 октября будет рассмотрен в первом чтении народными депутатами, он прошел комитет, получил положительное заключение правительства, Министерства юстиции, Государственное управление, правового управления, Государственное собрание Илтумен. Он говорит о том, что несовершеннолетним нельзя продавать электронные сигареты, но вот вейпы. И сейчас, Иван, наверное, вы в курсе, что это очень популярно, это модно. И таким законом мы хотим оградить детей до 18 лет, до совершеннолетия, потому что взрослый человек, он сам решает, что ему курить. Как гробить свое здоровье или как о нем заботиться. Да, и вы спросили, что все-таки какие же исследования были проведены. Всемирная организация здравоохранения провела очень тщательные исследования, причем они из года в год публикуются, и, конечно, они недостаточно изучены, вот вредность, да, потому что все-таки они содержат химические вещества, которые, возможно, плохо влияют на растущий организм, на мозг, и то, что никотин доставляется именно вот таким путем, соответственно, тоже может пагубно влиять на здоровье и на психику, прежде всего, ребенка. И здесь, конечно, очень большая атака идет со стороны продавцов. Конечно, это маркетинг большой. Представьте, 80 тысяч разных ароматов. Это уму непостижимо, чтобы такие ароматы были изготовлены, чтобы сделать еще все перепробовать, сколько времени привлекательность. И исследования, прежде всего, показывают, что все-таки позиционируют как? Это чтобы бросить курить, на самом деле, обычный табак, да? Но исследования доказали, что все-таки сначала, когда ребенок пробует это, то может он, наоборот, перейти и курить табак. Алена Николаевна, я благодарю вас за беседу. Спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Всего вам доброго. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». На поддержке и охране материнства и семьи мы говорили сегодня с председателем Комитета Государственного собрания Илтумен по делам семьи и детства Аленой Атласовой. До встречи в эфире.